эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Ожидается, что бюджет 2019 года станет профицитным. По прогнозам экспертов, доход бюджета увеличивается более чем на 22%. Ожидается, что профицит в следующем году составит 1 триллион 932 миллиарда рублей или 1,8% внутреннего валового продукта. Правительство России внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов, разработанных в соответствии с майским указом Владимира Путина. Правительству было поручено разработать и представить Совету нацпроекты до 1 октября 2018 года. Они рассчитаны на период до 2024 года. С 2019 по 2021 годы на них потратят 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научного, технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Ставка налога на добавленную стоимость для внутренних воздушных перевозок в регионы Дальнего Востока обнулена. Соответствующие изменения в налоговый кодекс вступили в силу сегодня, 1 октября. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и привлечет новые авиакомпании на Дальний Восток. Российские авиакомпании смогут сэкономить до 10 миллиардов рублей в год. Нулевая ставка НДС сейчас также действует на авиаперелеты в Крым и в Калининград. Продолжение темы обнуления НДС частично покроет убытки авиакомпаниям «Полярные авиалинии» и «Якутия». Уменьшение налоговой нагрузки от обнуления НДС в Республике Саха-Якутия распространяется на республиканские авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии», «Алроса». Данная мера позволит авиакомпаниям частично покрыть убытки, связанные с высоким ростом тарифов и сборов по авиа-ГСМ и обслуживанию в аэропортах, что в последующем сдержит рост тарифов на авиабилеты для населения, сообщил руководитель Департамента воздушного транспорта Якутии Алексей Борисов. Людмила Николаева покинет пост председателя правления Алмаз-Эргиен-банка по собственному желанию. 1 октября она подала официальное заявление о досрочном прекращении полномочий. Николаева будет исполнять обязанности председателя правления банка до осуществления необходимых корпоративных процедур по утверждению нового руководителя финансового учреждения. А вот кандидаты для избрания в новый состав наблюдательного совета Алроса уже утверждены. Новый состав будет избран на внеочередном общем собрании акционеров Алроса, которое запланировано на 22 октября. Всего в списке 16 кандидатур, среди них первый вице-премьер-министр Российской Федерации и глава Минфина России Антон Силуанов, глава Якутии Айсен Николаев и исполняющий обязанности главы Кабинета министров Якутии Владимир Солодов. С инициативой созыва внеочередного собрания акционеров Алроса для избрания нового состава наблюдательного совета выступила Республика Саха-Якутия в лице Министерства имущественных и земельных отношений, которой принадлежит 25% акций компании. Компания «Саханефтегазбыт» в очередной раз повысила цены на бензин. Как сообщили в компании, корректировки цен происходят 3 раза в год. В начале года, когда меняются все тарифы по республике, 1 июня, когда формируется пакет документов по договорам на навигационный период, и 1 октября, который носит корректирующий характер, сообщили в компании. Теперь литр дизельного топлива стоит 54 рубля 50 копеек, цена 80-го составит 35 рублей. Цена 92-го поднялась до отметки в 53 рубля 30 копеек, 95-го до 54 рублей 10 копеек и 98-й теперь стоит 54 рубля 80 копеек. А что касается проезда в общественном транспорте, то с сегодняшнего дня проезд городских автобусов с Якутска станет дешевле на 2 рубля. Тариф снизится с 30 до 28 рублей, но только при наличном расчете. В качестве компенсации владельцам частных маршруток с будущего года обещают увеличить субсидии за социальные и школьные карты. Кроме этого, в Якутске готовится к введению системы оплаты проезда банковскими картами. В России стартовала пробная перепись населения, она продлится до конца октября. Пробная перепись станет генеральной репетицией перед Всероссийской переписью населения 2020 года, по итогам которой будут разработаны рекомендации по проведению масштабной переписи. В
В ходе пробной переписи будут внедрены новые способы сбора сведений о населении. На первом этапе с 1 по 10 октября граждане получат возможность переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист на себя и членов своей семьи. Для этого необходимо будет иметь учетную запись на едином портале государственных услуг госуслуги.ру. Второй этап пройдет с 16 по 31 октября на территории 10 пилотных районов 9 регионов страны, в том числе на территории Хангаласского района Якутии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.